Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите в программе. День государственности. Сегодня для Якутии знаменательная дата. По всему региону прошел ряд торжественных мероприятий. Якутия повсюду. Под таким названием к столетию постпредства республики в Москве запустят новый познавательный маршрут. 400 экспертов и 77 мероприятий. В столице продолжается работа Северного форума. Какие обсуждают темы и вопросы. Большая реконструкция. В Нерюнгринском районе обновляют аэропорт. На какой стадии находятся работы? Точка роста. В Жатае на базе первой школы открыли образовательный центр. Сегодня Якутия отмечает День государственности. 27 сентября 1990 года республика подтвердила свою приверженность федеративному устройству России. Принятие декларации о госсуверенитете стало отправной точкой нового этапа в жизни республики, связанного с активным социально-экономическим развитием на основе консолидации многонационального народа. В настоящее время республика – безусловный лидер по многим производственным показателям, внедрению инвестпроектов на Дальнем Востоке. В честь Дня государственности в Якутске по проспекту Ленина состоялось торжественное открытие памятника двум братьям – народному поэту Семену Данилову и народному писателю Сафрону Данилову. Авторы памятника – скульпторы, заслуженный художник России, лауреат Госпремии имени Платона Юнского Семен Прокопьев и почетный архитектор республики Алексей Самсонов. В торжественном открытии приняли участие руководство республики, общественность, деятели культуры, а также дочери Сафрона Данилова. Сегодня праздник, потому что мы ждали этот памятник 2015 года. И я прежде всего благодарна автору памятника, Семену Кирилловичу Прокопьеву и его коллегам. Но праздник, радость большая. И наша мама ждала этот памятник, но она не дождалась. И, конечно, то, что стоит памятник, это будет первое воплощение скульптурное образа братьев Даниловых. И это имеет большое значение. В рамках проведения Дня государственности в селах Итыкёль и Черкёх в Татинском районе возложили цветы к памятнику Платона Юнского. В местности Саппыя состоялось торжественное открытие юрты балагана майора Кулаковского. Алла Саппыя – это знаковое место, где в 1937 году в этом балагане Платон Юнский, будучи кандидатом в депутаты Первого съезда народных депутатов Советского Союза, встречался со своими земляками. В 1947 году в той же местности во время эсэха были установлены 9 коновязей Сергея и новая трибуна. Молодежь всегда интересуется историей и будет интересоваться. И этому необходимо иметь свои объекты. Вот этот объект, конечно, исключительно важный объект, как объект культуры, культурного наследия, духовного наследия. Юнский встречался последний раз со своими земляками и говорил сущую правду, что на душе. И еще мечтал, как пересказывал свое произведение, которое он написал в 27 году, когда жил в Москве. Столетний план. Восстановление этой юрты и этой местности я считаю своим патриотическим долгом, потому что когда человек знает историю больше, он больше становится не только патриотом, а интернационалистом. Саха-Омук имеет очень красивое светлое будущее. И об этом мечтали наши Кулаковские, Юнские, многие другие. В селе Актемца Хангаласского улуса состоялась научно-практическая конференция под названием «Происхождение народа Саха и развитие государственности Якутии в составе России». Мероприятие прошло в очно-заочном формате. Очная часть проходила в новом мультимедийном зале Николаев-центра. Участие приняли видные политические и научные деятели не только республики, но и других регионов страны. Резолюция рекомендует разным инстанциям, начиная с Государственного собрания Илтумен, правительства республики, предпринять ряд действий, в том числе
мы акцентируем внимание общественности, органов власти о том, что к столетию Якутской автономной республики должны быть проведены ряд мероприятий, в том числе научного плана. И предлагаем как раз через год провести 27 сентября международную научно-практическую конференцию аналогичным названием. К столетию постоянного представительства Якутии при президенте России запустят новый познавательный маршрут «Якутия повсюду». Это тур по памятным местам, связанным с историей республики в Москве. На первой экскурсии побывала наша съемочная группа. Репортаж Туяра Константинов. Этот дом был городской усадьбой XIX века. На Садовое кольцо выходил его светло-желтый фасад, 5 огроменных окон. Начальная точка пилотного тура по якутским местам в Москве – Мясницкий проезд. Этот адрес в районе Красных Ворот знаком многим якутянам. Постоянное представительство – ровесник Якутской АССР. Именно здесь установлен бюст первому поспреду Якутии – Максиму Кировичу Амосову. Туристический проект, который называется «Якутия повсюду». Он охватывает Москву, Московскую область, Тверскую область, а также регионы Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Что мы хотим сказать этим проектом? Мы хотим рассказать всем якутянам о памятных для них местах, о памятных местах для нашей республики, которые находятся здесь, в Центральной России. Прикоснуться к истории родной республики первыми смогли студенты московских вузов из Якутии. В стене скорби памятники жертвам репрессий, камень под номером 19 из бывшего лагеря Дальстроя в Тампонском районе. На проспекте Сахарова располагалось первое здание поспредства. Следующая остановка – улица Спиридоновская, 26. В этом доме жил Степан Васильевич Васильев, один из первых организаторов промышленности Якутской АССР, посмертно реабилитированный в 1956 году. В таком большом мегаполисе, в большом городе знать, что повсюду есть значимые памятные места родной республики, это очень важно для человека, чтобы осознавать, где он находится и какую связь в течение времени, связь с предками, связь с родным регионом. Мы не должны забывать и не должны никогда повторить тех трагических событий. Импровизированный осоха якутских студентов в музее-заповеднике Коломенское – знак того, что старт проекта «Якутия повсюду» состоялся. Памятный Три-Серге – символ московского эсэха и одновременно хранитель культуры республики в столице России. Возле Сергея я тоже вижу первый раз. В Москве и вообще не в Якутии. Видеть Сергея и такое священное место мне очень близко. Мы только что танцевали наш народный танец осохой. Это было очень впечатляюще, и мне на самом деле очень ценно то, что мы здесь, то, что вы показали такое место. Для тура «Якутия повсюду» уже построены 4 маршрута с охватом 27 объектов. Первым участникам экскурсии организаторы подарили краткий путеводитель, который повествует о наиболее значимых событиях в истории республики в Центральном регионе. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Несколько минут назад на нашем телеканале завершилась прямая линия с Айсеном Николаевым. Глава республики ответил на ряд интересующих вопросов, а также много говорил на актуальные для Якутии и населения темы. В частности, Айсена Николаева спросили о том, какие вопросы он ставил при встречах с федеральными руководителями по системе охраны лесов в Якутии на будущее и принципиальных мерах, которые нужно принять по этому вопросу. Еще раз говорю, сейчас федеральное правительство коренным образом меняет подходы. В первую очередь мы, конечно, должны увеличивать штатную численность. Штатную численность авиалесохраны, штатную численность Якутлесресурс. И в этом направлении я очень рад, что Рослесхоз, Иван Васильевич Советников, руководитель, сейчас уже заложил по новым подходам на тушение пожаров именно по Якутии на следующий год сумма 1 468 000 000 рублей. То есть сравните, 200 в этом году и на следующий год почти 1,5 миллиарда. То есть у нас увеличение пойдет где-то порядка в 6 раз. И, конечно же, в первую очередь эти средства мы должны очень рационально и эффективно использовать на увеличение штатной численности тех людей, которые непосредственно будут заниматься тушением пожаров, предупреждением и тушением пожаров.
Конечно, мы должны повышать эффективность и авиалесомониторинга с тем, чтобы пожары обнаруживать на самой ранней стадии. Ну, слава богу, сейчас с помощью космомониторинга это уже становится достаточно таким, нетрудным делом. Но главное, чтобы у нас были силы, чтобы оперативно реагировать и оперативно тушить пожар. В этом направлении, вот еще раз говорю, благодаря решениям президента страны у нас коренной перелом произошел. Также на прямой линии глава региона заявил, что в администрации и правительстве Якутии грядут кадровые перестановки. Цитата: «Что касается изменений в правительстве, администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия, хочу сказать, что волеизъявление граждан – это сигнал, в том числе и для меня», сказал Айсен Николаев. Оно показывает, что власти нуждаются в обновлении, люди хотят видеть новых людей, новые подходы в решении проблем. Конечно, власть должна слушать и слышать людей, безусловно, по итогам выборов будут серьезные перестановки в администрации главы и также правительстве Якутии, подчеркнул Айсен Николаев. В Госдуму внесен проект нового закона о региональной власти, который направлен на совершенствование ее организации. В целях обеспечения стабильности системы публичной власти корректируется срок полномочий главы региона. По нынешнему законодательству глава региона не может быть избран на должность более 2 сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Кроме того, вводятся единые сроки исполнения полномочий высшего должностного лица региона 5 лет. Также это касается депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации. Переходим к другим темам. В Нерюнгринском районе идет большая реконструкция аэропорта. На какой стадии сейчас находятся работы? В репортаже Ирины Кичигиной. В ноябре 2019 года компания «Стройдорсервис» города Алдана заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкция аэропорта Нерюнгри. Сроки реализации проекта установлены на 2019-2022 годы. Объем финансирования составляет 7 миллиардов 385 миллионов рублей. На данный период уже выполнено более 73% работ, то есть работы ведутся с опережением графика. Поэтому уже к 25 октября взлетно-посадочная полоса будет готова к сертификации. Для реализации данного проекта наша компания приобрела бетоноукладочный комплекс, текстуровщик, 2 бетонных завода. И это позволило выполнить за достаточно короткий период данный объем работ. За время работ сложился такой костяк коллектива, который способен решать и в дальнейшем такие же сложные задачи. Сейчас уже успешно завершено обустройство искусственной взлетно-посадочной полосы, уложено более 90 тысяч тонн бетонной смеси. Обустройство дренажной системы, построена патрульная дорога, по всему периметру установлено ограждение, возведены мачты освещения, заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Поэтому 1 ноября первые пассажиры уже смогут оценить изменения. Мы начинаем эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. Первый самолет, который произведет посадку, это установлена наша историческая авиакомпания «Якутия», рейс Москва, Внуково, аэропорт Нерюнгри. Ждем пассажиров, первых пассажиров в нашем аэропорту. На перевозку пассажиров заявились все те компании, которые летали ранее. Это авиакомпании «Якутия», «Сибирь» и «Ир-Аэро». А подрядчик по восстановлению аэропорта уже приступил к строительству аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта и здания аэровокзала. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Количество коек для больных COVID-19 увеличат в Якутске на 60 мест. Также этот показатель увеличен в Мегнахетгаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах. Вся ситуация находится под контролем оперативного штаба республики. Отмечено, что усиливается и работа колл-центров. Начался процесс ревакцинации населения от коронавируса. На данный момент ревакцинировано 10 431 человек по региону. В оперштабе сообщили, что в республике достаточное количество запасов вакцины. Ну а в целом за минувшие сутки в республике 191 человек заболел коронавирусом, из них 116 в столице.
Что касается районов, то в Мирнинском районе 9, в Чурапчинском 8, в Татинском 6 случаев, в Алданском, Верхнеколымском, также Нерюнгринском и Усть-Алданском районах по 4 заболевших. Еще в 21 районе от 1 до 3 заражений, данные на ваших экранах. Прежде всего, по настоянию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в ряде муниципальных образований оперативными штабами были объявлены карантины как по коронавирусу, так и по гриппу. На настоящий момент, с сегодняшнего дня, карантин и перевод на дистанционное образование был определен для школьников города Якутска. В связи с чем я обращаюсь сегодня к родителям все-таки обеспечить необходимую вакцинирование и членов семьи, и, соответственно, заботиться о том, чтобы дети как можно при необходимости первых признаков ОРВИ непосредственно обращались в учреждения здравоохранения. Нагрузка на учреждения здравоохранения выросла, в том числе и по сравнению с прошлой неделей. На настоящий момент усиляются колл-центры и, соответственно, разрешается ситуация по госпитализации. В Якутске продолжается работа Северного форума, в котором участие принимает более 400 российских и зарубежных экспертов. Программа включает в себя 77 мероприятий в формате круглого стола, научно-практических конференций и пленарных заседаний. Основные темы – это проблема адаптации региональных экономик к изменению климата и таянию вечной мерзлоты. Одной из основных площадок форума выступает мультимедийный парк «Россия. Моя история» в Якутске, где и состоялось торжественное открытие форума. Сегодня прошел первый день. По линии Северного форума мы провели заседание Комитета региональных координаторов управляющего органа. Наш генеральный партнер ТАСС провел сессию по экологическим вызовам. Это пожары, наводнения и так далее. Я надеюсь, они очень хорошо это провели. Внимание большое. Мерзлотоведи уже начали обсуждение по климату и так далее. То есть параллельно у нас идет не менее 10 мероприятий. И мы будем где-то месяц после форума подводить итоги, анализировать. Форум открыла дискуссия, посвященная лесным пожарам и наводнениям. Помимо основной темы, эксперты и участники обсуждают традиционно возможности, проблемы устойчивого развития, этнокультурное развитие северных регионов. Основная тема этого года – изменение климата и реакция многолетней мерзлоты. Эта тема стала очень горячей последние несколько лет, так как потепление в Арктике идет опережающими темпами. Если раньше говорили 1,5–2 градуса, то сейчас идет речь о 5–6 градусах. А это чревато таянием мерзлоты, соответственно, очень большие сложности могут появиться в тех регионах, которые расположены на мерзлоте. А это 65% территории России. Создаем новый институт послов доброй воли Северного форума. Уже у нас есть 7 кандидатов, которые сегодня также получат значки удостоверения послов. В Жатае открыли образовательный центр «Точка роста» на базе школы номер 1. В текущем году подобные комплексы открыли и в ряде других районов республики. В общем, по Якутии начали свою деятельность 111 образовательных центров. Рассказывает наш корреспондент Марферина Алексеева. 3D-принтеры, комплекс виртуальной и дополненной реальности, тренажеры для оказания неотложной медицинской помощи. Современное оборудование теперь стало доступно ученикам якутских школ. Биология, химия, физика, робототехника – все естественно-научные предметы, а также IT-сфера будут изучаться более углубленно. За 2 прошедших года в Якутии были созданы 96 точек роста. В следующем году 110 запустим. В целом до 2024 года такими проектами будут охвачены все наши сельские школы и школы, расположенные в малых городах нашей республики. Повышенный интерес ребят заметен уже сейчас. Ученики по своей инициативе записываются на дополнительные уроки и с интересом изучают предметы с помощью наглядных пособий и современных лабораторий. Они будут по-другому оценивать именно биологию в школе сейчас. Сейчас у нас за кадром происходит интересный момент. Расскажите, пожалуйста, что это за прибор, что он, какие возможности открывает? Вот эта лабораторная работа, она основана на измерении электроэнцефалограммы головного мозга человека. Допустим, ученик возьмет в данном случае вот такое устройство, подается сигнал с головного мозга, получается, импульсы как раз-таки в нашу
программу, где мы будем производить считывание. Вам удалось, ребята, сейчас считать что-нибудь? Да, удалось. С первого раза получается. То есть мы в течение года будем пользоваться этой лабораторией, и каждому, что интересно, допустим, кто-то возьмет электроэнцефалограмму, кто-то возьмет дыхание, да, мы будем уже ставить научные работы. Благодаря современному оснащению и разнообразию профильных предметов в школе начнут работу по профориентации учеников. И электричество, и электроприводы, вот это все они уже знают. В будущем в профессии, да, они будут инженерами. Инженерами IT-технологий, инженерами, например, промышленной, какое-нибудь машиностроение. Большой интерес ученики проявили к робототехнике. Со слов ребят, 3 года назад в школе начинали вести IT-предмет. Но, к сожалению, учащихся кружок быстро закрылся. Теперь же школа вдоволь обеспечена компьютерами, современными программами и требующимися расходными материалами. Сейчас я очень рад, что в школе она снова открылась, поскольку я и другие дети могут теперь приходить сюда, заниматься этим, обучаться основам конструирования, программирования. К слову, сегодня свое восхищение проявляют не только учащиеся и педагоги. Большие надежды на повышение качества образования возлагают и родители. Я здесь живу с самого рождения. Конечно, школа была не такая. Сейчас очень интересно. Мы, родители, очень рады, что в нашей школе появилась новая, оснащенная передовыми технологиями образовательная среда, которая отвечает всем требованиям нового образования. Данный проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. И на этом развитие не заканчивается. В ближайшие годы в поселке Жатай будут построены 2 новые школы. Поселок Жатай является одним из динамично развивающихся поселков нашей республики, и реализуются крупные масштабные проекты, такие как Жатайская судоверфь. И буквально в прошлом году глава республики подписал соглашение с компанией «Новый дом». И эта компания будет обеспечивать финансирование строительства одной из крупных школ нашей России. Это школа «Точка будущего», которая уже начнет строиться с весны следующего года. Всего в этом году в Якутии будут работать 207 точек роста. Работа точек роста направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Жатай. Продолжается работа по озеленению Якутска, в частности, по инициативе Синец Парк. Это благотворительный фонд развития региона. К примеру, участок по улице Петра Алексеева площадью около 1200 квадратных метров будет засажен различными растениями, березами, соснами, елями, боярышником и даже яблоней. Сюжет Саргалана Неустрой. Зимой жизнь в Якутске на долгие месяцы застывает. Густой туман и низкие температуры не позволяют в полной мере насладиться сезоном. Летом же столицу обволакивает пыль. Борются с этим поливочными машинами, однако эффекта хватает ненадолго. Уже к концу первой половины дня вся влага испаряется. А главной причиной грязи и пыли по-прежнему остается пустующий ландшафт вдоль дорог. Антипылевая программа инициирована проектной организацией «Синец Парк» при финансовой поддержке Арсена Томского. Антипылевая программа – это комплекс мероприятий по снижению запыленности в городе Якутске. У нас пока 2 активных проекта. Это первое – мониторинг качества воздуха в городе, а второе – это озеленение. Мы выбрали тестовый участок по улице Петра Алексеева возле станции скорой медицинской помощи. Проект рассчитан на 3-4 года. Все это время за растениями будут наблюдать специалисты. При этом выбор пал именно на те виды сеянцев, которые без проблем приживаются в Якутии. Помощь в посадке оказали студенты и преподаватели агротехнологического университета. До этого мы исследовали почву. Почва была сильно засоленная, хлорированная, поэтому мы порекомендовали поменять верхний слой почвы. И после этого, конечно, мы работаем мы предусматриваем всю технологию посадки, поэтому приживаемость должна быть нормальная. Своей технологии посадки придерживаются другие подрядчики – салон цветов и флористики. Здесь они применили биогумус собственного приготовления. Это экологичное удобрение, которое способствует не только росту, но и защите от насекомых-вредителей. По словам представителей салона, приживаемость растений на такой добавке должна быть практически 100%. Главное, чтобы не вмешались люди и животные.
Мы работаем по принципу органического земледелия, не навредя окружающей среде. Это означает, что мы полностью отказываемся от химических удобрений, от химических реагентов. И поэтому в процессе посадки мы использовали очень хорошее биологическое удобрение, которое называется биогумус. И думаем, что это удобрение поможет нашим растениям хорошо развиваться, расти. И самое главное, мы думаем, что это удобрение также поможет нам в уходе за растением, потому что удобрение это пролонгированного действия в течение 3-5 лет. Всего будет высажено 350 сеянцев, однако главная цель проекта – доказать эффективность методики озеленения в борьбе с запыленностью города. Ну а результат работы якутяне смогут увидеть уже следующей весной. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе.